Всем привет, господа! Небольшой обзорчик на Минск. Что я с ним сделал к 8000. Вернее, уже не 8, уже чуть больше. Восемь 280. Ну, 8300. Но похоже, это последний обзор будет с реальным пробегом. Потому что после замены резины, вернее, не только резины, но и колес, спидометр стал безбожно врать. Ну, чего и следовало, в принципе, ожидать. И заморачиваться я с ним не буду, чтобы вернуть его к более-менее нормальным показателям. Была снята стоковая резина. Ну, не стоковая резина, а стоковые колеса. Резина, как помните, стояла кроссовая 18-21. Сейчас стоит мотардовские колеса на 17. Покупал я их на Мотовело. Перед обошелся мне в 175. Это только колесо без тормозного диска. Заднее колесо 185 белорусских рублей. Тоже без тормозного диска. Резину наперед нашел от спортбайка. 120/70. Ну а назад такая резина уже была как бы не вжил. Поэтому заказал эндурную Митас 130/80. Ну и что из этого получилось? Как бы сами видите. Ну а так по мотоциклу, в принципе, ничего не сломалось, все ходит, меняется только масло. В вилке, в перьях поставлены проставки на 38 миллиметров. То есть вилочка у нас поднята. Если бы их не было, ну даже не знаю, какой бы вид у него был. Понятно, что передок был бы просажен, и так бы он не смотрелся. По рулежке. Ну, не знаю, может я по асфальту соскучился. Но передвигаться по городу, конечно, приятно. Ну и по сравнению со стоковой резиной, как-то поувереннее себя чувствуешь на асфальте. В поворотах и во всем остальном. По мокрому асфальту пока не знаю, не ездил, что с ним будет. И еще одно, то что на этой резине как бы заднее колесо уже заблокировать достаточно как бы, ну не то что трудно, можно, но они как бы стали более информативнее, чем на стоковой резине, потому что там колесо у меня блокировалось просто чуть нажав на педальку и уже шло на юз. Передние тормоза тоже радуют с этой резиной. Или может то, что уже вилочка расходилась. Ну, работает приятно. Ну так, по мелочам. Но это еще до замены резины. Прилег. Треснула у меня эта ручка. Вот, ходит. Вот она, да. И потерял одно из креплений правой ручки. Ну, это, в принципе, наверное, еще по поломкам. Ну, и пришлось глушиться и ставить флейту, чтобы он не так ревел. Не пугать, так сказать, народ.
городской. Ну и в принципе все. Ну и снял роги. Или как их назвать, дуги, роги. Чтобы было удобнее как бы второму пассажиру. Из грязи мне его таскать как бы сейчас уже не надо будет. По эндуро, скорее всего, больше он не поедет. Всем привет, господа. Винчик по-прежнему жив-здоров. Сменил только владельца. Ну и из мотарда обратно перебрался в эндуро. Пробег на данный момент 8570. Ну, по-прежнему меняется только масло. Ну и небольшие доработки. Цепь по-прежнему стоит дидовская. Сальнички целенькие. Поставлена звезда на 52 зуба. И наконец-то раздушен выхлоп. Выхлоп сделан полностью из нержавейки. Ну и вкупе со звездой, конечно, мощность, тяга чувствуется. Те горки, которые на стоке он не хотел брать на второй, заезжать, сейчас он на второй их просто залетает. Ну и со сменой владельца он как бы остается на виду, так что буду следить за его судьбой. Ну и держать вас тоже в курсе.